15 лет успешной работы – это достижение для любой компании. Аквафон за эти годы не только достиг статуса лидера рынка мобильной связи Абхазии, но и стал крупнейшим национальным брендом страны. Наравне с динамичным развитием телекоммуникаций в стране Аквафон внедряет современные стандарты связи, является полноправным субъектом национальной экономики, крупным налогоплательщиком, примером разумного и взаимовыгодного сотрудничества на основе единства интересов государства и компании. Помимо основной деятельности, Аквафон занимает активную социальную позицию и подтверждает ее конкретными делами во многих сферах общественной жизни Абхазии. Реализовать и поддерживать проекты в самых разных областях – это твердая позиция компании, которой она неотступно следует все 15 лет. В этом году Аквафон решил отказаться от масштабного празднования юбилея и помочь сразу нескольким медицинским учреждениям, понимая, что здоровье нации – это залог успешного развития страны. В течение этого достаточно долгого времени для компании мы развивались в различных направлениях, начиная от технического, заканчивая социальным направлением. В свой золотой день рождения, в 15, мы решили провести иной формат празднования. Руководством компании было принято решение немного отстранить увеселительно-развлекательных проектов, акций, концертов, вечеринок и так далее, и решил сосредоточиться на проблемах в сфере здравоохранения внутри республики. Поэтому мы здраво оценили все проблемные места медучреждений и выбрали 4 медучреждения, которым было решено помочь в этом году. Здание единственной в Абхазии детской больницы не видело капитальный ремонт уже много десятков лет. В некоторых частях учреждения даже кафель на полу еще советского производства. Некоторые помещения приведены в порядок, но в целом больница очень нуждается во внимании, ремонте и поддержке. Это единственная детская операционная, святая святых больницы. Стерильная чистота в столь неприглядных условиях – дело сложное, но медперсонал старается. Оборудование уже давно устарело. Например, этому прибору освещения почти 40 лет. Технологии 21 века ушли далеко вперед, а здесь время как будто застыло. За 3 года, как я стал главным врачом, они неоднократно нам оказывали помощь. За счет их средств было отремонтировано реанимационное отделение, была оказана помощь в ремонте приемного покоя. А на данный момент они сами обратились с такой инициативой. На 15-летие компании «Аквафон» решили оказать благотворительную помощь. Я хотел бы сказать, что очень им благодарен, что есть неравнодушные к нашим детям, детскому населению Республики Абхазия. Огромное спасибо за их помощь. Аквафон не смог остаться в стороне от проблемы и перечислил в детской больнице 1 миллион рублей на ремонт операционной, которую медучреждение не в состоянии провести самостоятельно. Подрядная организация уже изучила объем работы. В данный момент составляется необходимая документация. Все работы займут около 2 месяцев. Удастся конкретно на эту сумму, это операционный зал, в котором мы чистая операционная, полностью произвести замену плитки, кафеля, замену окон, дверей, потолок, как нужно, освещение и так далее. К сожалению, не хватит, наверное, на приобретение оборудования, то есть это нового операционного стола и операционной лампы, и новых инструментариев, но на капитальный ремонт этих средств будет достаточно. Надеюсь, в течение нескольких месяцев у нас эта операционная будет готова, и потом уже мы в полной мере можем перейти в эту операционную и работать дальше. Эффективное лечение во многом зависит от оснащения, говорят специалисты. Современное медицинское оборудование дорогостоящее, и не каждое учреждение нашей страны может позволить его самостоятельно приобрести. Компания «Аквафон» отреагировала на просьбу Сухумской городской клинической больницы и выделила 100 тысяч рублей на приобретение оборудования для урологического отделения. Также 100 тысяч рублей на покупку аппарата для офтальмологического отделения получила общественная организация «Медицина 21 века». Также Республиканская общественная организация «Медицина 21 век» мы выделяем 100 тысяч рублей для покупки оборудования офтальмологического. Оно нужно для детей, которым младше 2 лет, чтобы на ранней стадии выявить проблемы глаз и, естественно, вылечить их. Республиканский кожвендиспансер и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом сотрудничают с компанией «Аквафон» уже много лет. Помощь первого мобильного оператора за эти годы не ограничивалась приобретением препаратов или финансовыми выплатами.
выплатами. Аквафон дарил настоящие праздники подопечным центра, превращаясь в настоящих Дедов Морозов и Санта-Клаусов. У нас есть пациенты ВИЧ-инфицированные, СПИД-инфицированные. У нас на учете состоят семьями. И Аквафон очень нам помогает в отношении малоимущих именно семей, которые нуждаются не в каких-то таких особенных подарках, а в элементарном, которое нужно в быту. Хочется вспомнить на Новый год, это получается 2017-2018 годы, Аквафон выделил деткам, именно детям подарки на Новый год. Мы купили деткам планшеты. Вы не представляете, я сейчас говорю, и у меня прям эмоции зашкаливают, когда я деткам преподносила, говорила, что вот у нас поселился Дед Мороз в Аквафоне, он вам передает эти подарки. И вот эти глаза детей, это очень эмоционально, они очень сильно радовались. Когда ты понимаешь, что твой ребенок ВИЧ-инфицирован, и его судьба, сколько лет он проживет, как проживет, родители не знают. И когда вот такая малая помощь от нас идет, это очень значимо для семей. Наилучшая оценка работы, уверены в компании «Аквафон», это признание абонентов, которые остаются верны своему мобильному оператору на протяжении многих лет. И за всеми удачно реализованными проектами стоят тысячи абонентов, тех, кто поверил в позицию «Аквафон» и разделил ее ценности. За 15 лет реализовано сотни проектов и акций. Впереди еще множество дел, которые обязательно будут способствовать улучшению жизни в нашей стране и сделают наших детей здоровыми и счастливыми. Мы очень надеемся и верим в то, что наши абоненты поймут и с радостью эту новость примут, потому что именно благодаря нашим дорогим абонентам мы можем такие суммы и эти деньги выделять на подобные акции и делать, наверное, людям добро. За эти 15 лет каждому абоненту мы говорим большое спасибо. Нисфа Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.